В Коми завершается подготовка к масштабному форуму с говорящим названием «Жизнь ради жизни». Он состоится на следующей неделе и будет посвящен проблеме абортов. О том, насколько остро стоит вопрос в нашей республике, поведает Дарья Вологжанина. За 5 лет рождаемость в Коми уменьшилась почти в 2 раза. В 2022 году на свет появилось 6,5 тысяч малышей. Это исторический минимум. Если в республике не изменится демографическая ситуация, то людей в нашем крае не останется уже через 200 лет. Эхо 90-х – снижение количества фертильных женщин. Если в 18-м их было 196 тысяч, то в 22-м – 183. На снижении рождаемости сказываются и аборты. Вот почему сегодня во всех женских консультациях работают кабинеты поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Консультирует психолог и специалист по социальной работе. Проводится работа на участках. Врачи-акушеры-гинекологи тоже разговаривают с женщиной, направляя на постановку на учет по беременности. Врачи ультразвуковой диагностики, проводя УЗИ плода, показывают картинку сердцебиения и тоже рекомендуют все-таки вставать на учет по беременности. То есть наша общая работа направлена на сохранение жизни и повышение рождаемости. Консультацию прошли уже более 2000 женщин. Часть из них в итоге отказались от аборта. В целом же количество прерываний беременности снизилось в республике в 2 раза. 3 года назад о таких цифрах мы могли только мечтать. Мы все сокрушались, по количеству этих погибших деток нерожденных. Сегодня, видите, считаю, что это, огромная работа, которую вместе все мы сделали. С 5000, страшная цифра, 2017 года, мы ушли. Эту кривую продолжать снижать. Самые высокие показатели по абортам в прошлом году были в Усть-Куломском, Сысольском, Усть-Цилимском, Прилузском, Троицко-Печорском районах, в Печоре, Ухте и Усинске. Психологи отмечают, что легче работать с женщинами, у которых срок беременности больше 9 недель. Они видят ребенка на УЗИ. А с 4 недель до 6 недель, это там эмбриончик, не четко прорисован, головка есть, там туловище есть. А так они так сидят и говорят, там же еще ничего нету, еще он не похож на человека. И когда начинаешь говорить, что это 8 недель, это 10 недель, они примерно, видите, ручки, ножки, 8 недель у них уже есть отпечатки пальцев. В 6 недель уже ребенок понимает голос мамы, папы, он уже как-то различает. Последние исследования ученых показали, что ребенок в 6 недель видит сны, то есть головной мозг так работает. И это, когда показываешь, большинство женщин это в руки не берут. Самая частая причина прерывания беременности – экономическая. 45% отказа от беременности из-за финансовой неустойчивости, отсутствия постоянной работы и жилплощади. Важно взять во внимание факт, что существует много мер поддержки, в том числе финансовых. Например, ежемесячно будущие мамы получают выплату на питание. С рождением – подарки для новорожденных и материнский капитал. Помимо того, что мы говорим про меры социальной поддержки, мы ведь работаем еще с общественными организациями. Понятно, что человек здесь посидел, подумал, мне там пособие, там я могу статус малоимущей семьи оформить, но все равно это ограниченные средства. Тогда мы подключаем наши общественные организации, которые могут оказать помощь именно в натуральном виде. То есть сюда и коляска, и кроватка, и одежда, и непосредственно даже продукты питания. То есть у нас даже были такие случаи, прям трудная жизненная ситуация, когда нам приходилось даже какой-то промежуток времени снимать квартиру для женщины уже с ребенком беременной. Лилия Терегулова – мать 2 детей и руководитель сообщества ресурсного материнства. Помогает мамочкам, в том числе и будущим, правильно подойти к вопросу воспитания деток. Ведь в материнстве потерять себя так же легко, как и в любой работе, в которую погружаешься с головой. Как мама и как специалист я не имею никакого морального права на то, чтобы осуждать кого-либо, потому что ситуации бывают разные, жизненный контекст бывает разный. Но тем мамам, которые стоят перед непростым выбором, я хочу сказать несколько слов в поддержку. Самое главное – это то, что жизнь человека, по крайней мере, я так считаю, это самая высшая ценность, выше ее просто быть не может.
Поэтому это большой дар, великий дар. Всегда найдутся люди, которые помогут, которые поддержат. Если вы сейчас стоите перед выбором и сомневаетесь только потому, что думаете, что не вытянете, не сможете вырастить или боитесь чужого мнения, то вот эти вот доводы, аргументы даже в расчет не берите. Ведется большая агитационная работа против прерывания беременности, плакаты и листовки в женской консультации и огромные баннеры на улицах городов. Возможно, у кого-то в сердце отзываются яркие лозунги, но не исключено, что у некоторых они вызывают и раздражение. Представители молодежного сообщества уверены, важно делать ставку на половое воспитание подрастающего поколения, чтобы снизить нежелательную беременность. Но я для себя решила, что я определенно против аборта как явления. Просто тоже важно подходить по-разному и делать, вот именно, наверное, с точки зрения профилактики аборта, не допускать того, чтобы эта ситуация происходила. И для того, чтобы решать проблему, понятно, важно понять причину. Эта причина в чем заключается? Потому что человек действительно не понимает свои возможности, силы внутренние для того, чтобы дальше развиваться и воспитывать ребенка, потому что это очень важно. Либо действительно, мне кажется, что в какой-то мере, может быть, у нас хромает вопрос полового воспитания и вообще продвижения какой-то контрацепции, то есть недопущение вообще ситуации аборта. Заповедь «не убий», из которой бывают в некоторых случаях исключения, но в данном случае она действует безусловно. Это по Божьему закону. А с точки зрения человеческого закона это тоже должно быть так. Почему? Потому что мы же защищаем человека. Мы же не можем, когда один другого изнасиловал или убил, сказать, это ваше личное дело, главное, что вы на улицу не вышли. Нет, если убийство – это, как говорят юристы, публичное обвинение. Если оно состоялось, то человека посадят. Также здесь государство и общество должно защищать беззащитного человека, ребеночка. Над вопросами демографии работают эксперты разных отраслей. В конце апреля некоторые из них приедут в Сыктывкар, где состоится общероссийская научно-практическая конференция «Россия и вызовы современного мира». Проходить она будет под эгидой Всемирного Русского Народного Собора. Вопросы демографии в том числе будут рассматриваться. А основной, посыл или формула следующая. Государство нам еще только предстоит построить. Мы даже себе не представляем, с какими сложностями мы столкнулись. И либерально-демократические нововведения, которые нам предстоит удалить вообще из мировоззрения российского государства и привнести туда то старое традиционное, которое веками наполняло наше бытие и сознание. Религия, семья, детство, будущее, спасение. Позитивное отношение к браку, семье, рождению детей, ответственное отношение к здоровью – это все важные составляющие демографии. Повысить рождаемость и семейные ценности можно только объединившись. Свою лепту должны вносить не только государство и медики, но и каждый человек.